Приступим к рыбалке. Время у нас 3 часа, точнее 15 часов 05 минут. Значит, 24 градуса, полнолуние, мокша, перекат. Поехали. Может быть, удастся что-то поймать. Вчера было весь день пасмурно, с утра тоже было пасмурно. Но после обеда немного распогодилось, и я отпросился на рыбалку. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ну, ничего себе, какой перепад здесь. Фу. Красотища. Неописуемая. Эх, там еще одна лодка, вон внизу кто-то ловит тоже. Наверное, головля, не знаю, не вижу. Деревянные, местные тут или ПВХшка, солнышко отсвечивает. Но меня интересует вот под этим деревом, есть голавль или нет. Должен быть. Ну, давайте проверим. Вон там должен быть голавль. Что-то не хочет, нету. Не клюет. Попробовать поменять воблерок. Еще как вариант. А так, по идее, должен быть. Должен быть там голавль.
Есть, есть, есть. Я же говорю, он там есть. Иди сюда. Есть. Проверенное место, ребята. Здесь я поймал своего первого килошника. Сменил воблерок, да, сделал около десятка забросов, и все-таки он клюнул. Да, такое течение здесь. Ух, как борется. Голавлик не маленький, ну и небольшой. Сейчас мы его возьмем подсачником. В принципе, рыбалка уже состоялась. Выбирался я, ну так скажем, не на полноценную какую-то рыбалку, а такой скоротечный выезд. Отпустили меня ненадолго. Ну, я думаю, что сейчас еще часик, наверное, я покидаю. Вот результат наших трудов. Вот такой вот голавль, ребята. Приманка, значит, гипноз от Pantone 21. Вот она здесь новая. Была неразловленная у меня. Клюнула на верхний крючок, на средний, так скажем. И голавлик, ну, я думаю, грамм 400. Не знаю, нет смысла, наверное, взвешивать. С вашего позволения, я его все-таки зафиксирую лип-гриппом. Сейчас сделал пару фотографий в Инстаграм, как бы. И сейчас мы его с вами будем отпускать. Вот такой вот красавчик, ребята. Но не крупный. Но на течении доставил массу удовольствия. Давайте скорее его отпустим. Все, до свидули. Ну и попробуем еще поймать. Кстати, о снастях. Спиннинг у меня Графит Лидер. Нова Боска с тестом 3 10 граммов. Катушка Дайва Ниндзя 1000 полторашка. Шнур 0,8 Sunline. Поводок струна. На случай, если вдруг щука позарится на моей приманке. А в моей практике щука несколько раз отрезала у меня чабики. Поэтому использую металлический поводок. Приманка, как я уже сказал, гипноз 38F SR. Вот в такой вот раскрасочке. Разловилась вот таким голавликом. Крючок, кстати, погнулся немножко. Может быть, когда вытаскивал, либо при поклевке, не знаю. Ну, это все дело меняется, выпрямляется, не критично. Все, продолжим рыбалку. Попробуем сменить приманку. Ну, не знаю, давайте вот поставим вот такой вот воблерочек. У него очень активная, упористая игра. Если удастся на него что-то поймать, я вам скажу, как он называется.
Сошла рыбка. Была поклевка, но маленький голавлик. Клюнул на него. Есть, ребята, разловил. Значит, воблер этот, как он конкретно называется, я не знаю. Но этот воблер ручной работы. Мастер Максим Замолотов. На нем стоит аббревиатура МЗ. Очень сейчас, вот я понял, на таком течении хорошо держит струю. У него вибрация такая короткая, и вот прям, ну, тюлюпается так нормально. И у нас с вами на крючке очередной голавль. Примем его подсачником. Вот так вот. Голавль такого же размера приблизительно. И воблер вот поближе я вам покажу, наверное, вот так вот. Значит, покупал в интернет-магазине в каком-то, и воблер приходит без крючков, потому что мастер как бы не хочет, чтобы он был дороже, и продается без крючков. Короче, вот такая тема. Крючки я уже сюда сам ставил, овнер подобрал вот так вот приблизительно по размерам. И у нас вот такой вот отличный голавль. Спокойненько отцепился он. Ну, отлично, уже 2 головля. Значит, тактика понятна. Сплав вот здесь вот воблера на основной струе. Пробовал ловить в спокойных местах выше переката, и это результатов никаких не дало. Давайте, ладно, отпустим его. Все, домой. И сейчас еще покидаем. Время у нас без 15-17 часов вечера. Ну, наверное, это вечерний клев. Еще раз поближе приманка. Вот здесь вот видно, наверное, вам МЗ, Максим Замолотов. И, как один мой товарищ сказал, этот воблер похож на коровьего клеща, напившегося крови. Пускай это будет коровий клещ. Отлично. С такими глазами в кучу. Замечательно.
Ах ты! Все, нет больше этого воблера, блин. Зацепился за траву и развязался, поводок расплелся стальной. Прикиньте, ребята, это потеря потерь. Блин. Моему расстройству, ну, просто вообще нет предела. Остался где-то здесь на траве. Блин. Ну ладно. Ну, воблер дорогой. Где-то в районе, не знаю, там 900 рублей, наверное, стоит. Обидно, досадно. Что ж поделать, ладно. Блин. Ну ладно, сейчас перевяжусь и продолжим. Так, ну давайте попробуем еще один воблер ручной работы. Это мастер Сергей Зябликов делает с Пензы. Вот такой вот воблерочек. Давайте попробуем на него. Он тоже у меня не разловленный. Все запуталось, как обычно, но сейчас распутаем и забросим, ребята. Блин, расстроен, очень сильно расстроен. Как говорится, в семье не до жиру, и потерять дорогую приманку не совсем приятно. Так, ну давайте здесь попробуем, а потом сделаем забросик туда. Тоже держит струю, упористый, не сбивается. Думаю, будет ловить. Фу, все, выбрался. Ручище, как у культуриста. Жесть. Ну что, дорогие друзья, кратенько подведем итоги сегодняшней рыбалки. Удалось поймать 2 головля и потерять 1 воблер. Воблер, как я уже говорил, ручной работы, мастер Максим Замолотов. Очень жалко эту потерю, но ничего не поделаешь. Вот такая вот она рыбалка у спиннингистов. Дорогие приманки иногда приходится терять. Думал, что значит сегодня будет рыбалка простая, но на самом деле оказалось не так все просто. Головля удалось найти на струе, конкретно на потоке, в затяжках, где-то в затончиках не было, не смог найти, ни одной поклевки не увидел. Может быть полнолуние, может быть еще какая-то ерунда. Кстати, на Мокше очень низкий уровень воды, значит вода мутная. Может быть это тоже сказывается как-то на клеве, не знаю. Но тем не менее 2 головлей удалось уговорить. И я со спокойной душой еду домой монтировать для вас этот видосик. Эх, ну что, подписывайтесь на мой канал. Сезон только начинается. Я думаю, что мы с вами в этом году поймаем все-таки огромадного трофейного головля. Пока-пока. Увидимся на следующей рыбалке. Ничего себе.